Доброго дня вам! Я Мурат бин Муслим, и вы на канале Курдское просвещение. Сегодня мы начинаем новую рубрику под названием «Обо всем понемногу». Мы рассмотрим интересные факты из области биологии, зоологии, энтомологии, ботаники, истории, литературы и многого другого. Для вашего удобства все сюжеты на нашем канале мы распределили по плейлистам. Заходите во вкладку «Плейлисты» и наслаждайтесь просмотром. Этот тип ящериц проживает на территории Курдистана, и научное название этой ящерицы Тимон курдистаникус. А научное название этого насекомого Ачтебиус курдистаникус. Он тоже житель курдских земель. А это один из видов курдских мечей под названием шамшур. Их использовали в военных походах и сражениях. А это одежда курдских женщин Тбилиси, 1922 год. Из архивов Курдской библиотеки. Эта книга была написана в 1858 году. Автором является Мулла Махмуд Аль-Базиди. В книге содержится важная информация о курдских обычаях, традициях и быте. А эта газета под названием Хандыкара Курд была выпущена курдскими студентами в Европе в 1982 году. А это курдский кинжал, 19 век. А это монета династии курдских мусульманских правителей аюбитов. Датируется 1200 годом нашей эры. А это монета короля Захира аль-Аюби, сына великого полководца Салахаддина Аюби. Захир аль-Аюби правил городом Алеппо с 1198 по 1216 годы. И, как нам известно, город Алеппо в тот момент был в составе курдского государства. А это украшение курдских женщин, датируется началом прошлого века. Это женская шаль, используемая курдскими женщинами, датируется 1907 годом. Гражданка Швеции Элин Сандвал была членом христианской миссионерской группы, и когда она посещала курдские деревни, то купила много курдской одежды и украшений. В настоящее время эти экспонаты выставлены в этнографическом музее столицы Швеции в городе Стокгольм. А это герб города Лачин. На нем изображен курдский орел, несущий свою добычу. И напоследок курдская пословица: 100 друзей мало, один враг много.